Работа лесников сегодня носит больше надзорный характер. Это не те, кто с утра до вечера бродит по лесу в специальной форме. Именно они отвечают за охрану и процесс воспроизводства лесов в Ингушетии. Наказывают нерадивых лесорубов, которые без лицензии уничтожают ценные породы деревьев. Площадь лесного фонда Сунжинского, именно Сунжинского лесничества, составляет 65 843 гектара. Основная часть находится в Сунжинском районе, около 20, чуть больше 20 тысяч в Джайрасском районе. В Джайрасском районе у нас преобладает это хвойные породы, это сосна. У нас в основном там сосна, липа, береза. Ну а внизу, вот в нижней части, по Асинскому ущелью, у нас вот в основном это лиственные леса, это преобладающая порода у нас бук, граб. Ну и другие ценные древесные породы – это ясень, клен, дуб. Ахмед Зауров в этой сфере работает около 20 лет. Окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию. После второго курса перевелся на заочное отделение ради работы на родине. Начинал инженером по охране и защите леса. Работа в лесу – это чисто вот для успокоения души. Работа, как мы сейчас стоим, видим, тихо, спокойно. Лично я от этого получаю большое удовольствие. Почти за 20 лет работы в лесном хозяйстве Ахмед наизусть выучил и знает, какое дерево или кустарник растет в лесах Ингушетии. Он даже маленькие деревца может отличить по виду и дать им характеристику. Я понимаю, что вы знаете большие деревья, да? Да. Но я также понял, что вы маленькие деревья знаете на глаз. Расскажите, что у нас здесь? У нас здесь есть подрост небольшой, это подрост у нас ясеня. Вот здесь вот это ясень у нас подрост. Это порослевые подросты у нас. Дальше вот у нас есть, чуть-чуть дальше этим мы посмотрим. Возобновление, это естественно возобновление леса. Это у нас клен. Чисто вот клен тоже вот стоит у нас. Идет подрост, это очень хорошо для леса. Такие специалисты, как Ахмед, занимаются охраной лесов от пожаров, болезней, вредителей. В их особенности входит воспроизводство, учет и контроль расхода природного ресурса. Работники леса и лесоперерабатывающей промышленности должны проводить профилактические меры по предотвращению возгораний, нанесения ущерба от эрозии, оползней. Они разрабатывают предложения по развитию хозяйства, утилизации отходов. Муслим Ганиев, Мухаммед Билакиев, Новости 24.